Добрый день, меня зовут Алина, Меня зовут Эля. и мы хозяюшки музея Чакчака. Сегодня мы наконец-то будем готовить национальное блюдо под названием зур-бялиш. Обычно его подают на большие семейные застолья и также на очень важные праздники. Для этого нам понадобится Нам понадобится для теста 200 мл молока, 200 мл подсолнечного масла, одно яйцо, 3 столовые ложки густой сметаны, мы взяли деревенскую, 1 чайная ложка сахара и соли и также 600-800 грамм муки. Для начинки нам понадобится 200 говядины, 1 кг картофеля, также нам нужно 2 большие луковицы, 1 столовая ложка соли и немножечко перца. Также нам необходим будет бульон. Для него мы взяли 4 индюшачьи шеи. Это можно заменить на любой другой набор, где очень много костей. В первую очередь мы ставим вариться бульон. Нам понадобится совсем немного, примерно пол-литра, но опять же не спешите, нужно приготовить бульон в хорошем большом количестве, чтобы потом сделать из него суп. Мы просто берем индюшачьи шеи, режем их пополам, закладываем в кастрюлю, заливаем водой и ставим на огонь. Он у нас примерно варился 2 часа. Когда мы поставили бульон вариться, можно уже приступить к тесту. Тесто у нас получается хорошее, песочное. Для этого мы наливаем теплое молоко в большую миску, разбиваем в него одно большое яйцо, то есть отборное, хорошее, деревенское, и потом все это хорошенечко размешали. Заметьте, что при добавлении каждого нового ингредиента мы все хорошо промешиваем. После того, как мы смешали молоко с яйцом, мы добавляем на глаз немножечко соли и сахара. Теперь самая пугающая часть. Нужно влить 200 мл подсолнечного масла. Вы поняли все правильно, именно 200 мл. При желании вы можете заменить его на растопленное сливочное. Затем добавляем 3 столовые ложки густой деревенской сметаны. Очень хорошо, если она будет гораздо гуще, чем наша. Ну и теперь финальная часть, когда мы начинаем вмешивать муку. Заметьте, что мы не добавляем все 600-800 грамм сразу, мы все добавляем постепенно. Это делается для того, чтобы тесто у нас было без комочков и хорошо промешалось. Изначально вам может показаться, что тесто очень жирное и слишком песочное, но верьте процессу, все будет отлично. Бялиш – это большой печеный пирог из пресного теста с разнообразной начинкой. Ее чаще всего делают из мяса, нарезанного кусочками, смешанного с картофелем или в редких случаях с пшеном или рисом. Бывает и такое, что готовят бялиш с начинкой из риса, сухофруктов и тыквы. Когда мы замешали густое упругое тесто, которое не прилипает к рукам, нужно поставить его в холодильник примерно на 30-40 минут. Итак, теперь самая вкусная часть – это начинка. Тут вам точно понадобится помощь. Даже мы с хозяюшкой Элли справились за целый час. Так что зовите всех, кто есть дома. Говядину, как вы видите, у нас прям хороший кусочек мяса, мы взяли без жира, потому что у нас есть хозяюшки, которые его не любят. Но если у вас будут кусочки жира, это будет даже в плюс бялиш. Необходимо нарезать очень ровные кусочки, примерно кубики 1 на 1 см. Тут мы все подробно показываем. Также мы чистим и очень-очень мелко режем лук. Это сделано для того, чтобы он дал как можно больше сока в готовом бялиш и также не попадался слишком большими ломтями, когда вы это будете подавать гостям.
Одна из самых нелюбимых частей приготовления балеш — это нарезание картошки, потому что предварительно ее нужно почистить. Картошку мы режем тоже на равные одинаковые кубики, примерно 1 на 1 сантиметр. Кстати, балеш в современном понимании не мог существовать как минимум до 18 века, пока картофель не стал популярным в этих землях. Параллельно мы смотрим, чтобы наш бульон хорошенечко варился, снимаем с него пенку и иногда перемешиваем. Можем при желании доливать воду. Одна из самых ответственных частей — это смешивание всей начинки. В одной большой миске мы смешиваем нарезанную говядину, лук и также картофель. Параллельно перемешивая, мы все солим и перчим. Соль не жалейте. Теперь, пожалуй, самая творческая часть — это работа с тестом. Наш кружочек теста уже хорошенечко пропитался, настоялся, мы его еще раз хорошо разминаем и делим на две равные части. Одну часть обратно кладем в холодильник, а первую раскатываем тонким-тонким слоем. Диаметр готового круга теста должен быть больше, чем сковородка, чтобы были бока. Затем мы аккуратно выкладываем первый слой теста на широкую высокую сковородку. И добавляем всю нашу прекрасную начинку. Нужно ее немножечко утрамбовать, чтобы обязательно все влезло. Берем вторую половину нашего теста, режем ее пополам, одну часть убираем в холодильник, а вторую половину начинаем раскатывать. Это будет наша крышка. Диаметром должна быть точно такой же, как сковородка. Кладем все на начинку, защипляем по бокам и закрываем наш балеш. У нас осталась еще одна четвертинка теста. Это самая интересная часть. Это будет наш декор. Тут вы вольны делать все так, как вашей душе угодно. Но вы можете посмотреть то, как это делаем мы, немножечко повторить и внести свою лепту. Вообще, балеш вы можете украсить так, как вам угодно. Из теста можно вырезать цветочки, либо различные узоры. Также можно сделать из теста надпись. К примеру, мы однажды ели балеш, на котором было написано «Музей Чак-Чака». Мы, как ответственные хозяюшки, обязательно вас просим, точнее даже требуем, чтобы вы оставили маленькую пимпочку теста, чтобы закрыть дырку в балеш, через которую будет наливаться бульон. Эта пимпочка хоть и не самая чистая часть балеш, но самая вкусная. И достается она самым быстрым деткам. Итак, часть самая сложная и ответственная. Мы заранее разогрели духовку до 200 градусов и поставили наш балеш туда на 40 минут. После этого времени его необходимо достать и влить в наш готовый бульон. Предварительно, естественно, его нужно процедить пару раз и добавить в удобную посуду. Кстати, все это небывалое количество мяса в виде индюшачьих шей мы потом с большим удовольствием съели, пока ждали готовящийся балеш. Бульон необходимо вливать через как раз таки ту самую небольшую дырку, которую мы с вами сделали во время декорирования. Наливаем по чуть-чуть, ждем пока бульон осядет и доливаем еще до самых краев. Закрываем той самой пимпочкой и обратно отправляем в духовку еще на 1,5 часа. После этого готовый балеш достается, и мы любуемся, но это еще не все. Ему необходимо немножечко постоять. Чтобы он не остыл, заверните его в одеялко и оставьте на столе еще на 1 час. Понимаю, это безумно сложно, но так ваш балеш точно будет невероятно вкусным. Ну и теперь шаг последний, самый приятный после такого долгого ожидания. Это, естественно, наслаждение балеш.
Как правило, когда бэлиш выставляют на стол, это самая приятная часть застолья, поэтому зовите всю семью. Для начала необходимо снять крышку с бэлиш. Для этого отрезаем декорированную часть. Помним, пимпочку забирает самый быстрый и смышленый человек во всей семье. Затем берем тарелочку, кладем немножко начинки и разрезанное тесто. Но также стоит помнить, что все-таки самая вкусная часть бэлиш – это его дно. Поэтому тот, кто быстрее доелся до дна, тот его быстрее получает. Лучше всего к бэлиш подойдет черная часть с чабрецом, но тут уже все по вашему желанию. Приятного аппетита!